Сәғыл достар, біз девам етеміз Лиленен бәрі-бер отырдық. Демек, әнді яқшы аненелерге көре шудаққада студиямызда мұсафырны қаршылаймыз. Вей мен белесем сабадан ең мұйым шелерден бірісі, яғни спорт ақында лав юрсеті деміз. Егерде сіз азырсыңыз, біз де азырмыз ве сізні біздің субетімізге давет етеміз. Демек, спорт ақында енді айтық, да бөлі бір құсиетлеріне айтсақ, тэквондо ақында лав юрсеті деміз. Студиямызда есе кім лия? Студиямызда есе Қырым Жұмхұриетінің Олимпик тэквондо бойынша джима тақымының уйкен идманжысы Тимур Усейнов. Селям алейкум. Хош келдіңіз студиямызға. Как настроение, как началось ваше утро? Все отлично. Утро началось с завтрака, конечно. Вот, потом пришлось преодолеть путь, чтобы к вам в гости приехать. Вот, ну, в целом все хорошо. Как должно начинаться утро спортсмена, по вашему мнению? И вообще людей? Вообще, если говорить обо всех, то, конечно, это надо с утра наводить порядок, да, и строить себе режим дня. То есть не бросаться сразу там за все, да, а четко выстраивать себе последовательность своих действий, да, и расписывать как бы режим дня. Вы являетесь старшим тренером сборной по тэквондо. Это уже такое серьезное звание. Расскажите, с чего все началось? Как вы пришли в этот вид спорта? Ой, все началось в 2010 году. Это были первые сборы в детском оздоровительном центре «Сокол». Это в Бахчисарайском районе, поселок Соколиное. Вот, провели мы очень хорошо сборы там со старшим тренером тогда, который был. Вот, и после этого приступил к деятельности, к тренерской. Начал заниматься, вот, и вот по сегодняшний день занимаемся. Насколько этот вид спорта развит на территории Крыма? Насколько много у нас успешных спортсменов? Ну, сегодня у нас в Крыму работает 5 отделений по 5 городам. Вот, занимается порядком 600 спортсменов, но это начинающие спортсмены, которые вот только пришли в этот вид. Вот, они как бы сейчас готовятся к квалификационному экзамену на пояса. У нас в следующем месяце запланирована аттестация всекрымская. Вот, ну и будут расти. Что касается уже состоявшихся спортсменов, то на данный момент готовится спортсменка, девочка, к первенству федерального округа, вот, который пройдет в городе Шахты Ростовской области. И в декабре готовится на официальный чемпионат России, где будет представлять республику. Со скольки лет рекомендовано заниматься тэквондо, по вашему мнению? Ну, конечно, желательно, чтобы ребенок... С раннего, да? Вот. Да, пораньше, потому что вот как только ребенок начал воспринимать окружающий мир, да, окружающих людей, вот так сразу нужно привлекать к занятиям, потому что потом начинаются ложные такие занятия, такие как телефоны, там, то есть родители всячески пытаются детей занять чем-то, да, и занимают их самым таким простым, как мобильными телефонами, там, либо планшетами. Вот, лучше привлекать их, конечно, к занятиям, да, сразу их приучать к тому, чтобы они учились трудиться, вот, и к чему-то стремились, потому что если не будет у человека как бы стремления, то соответственно, ничего в жизни, никаких целей человек перед собой не поставит, и, естественно, их не добьется. Поэтому желательно, конечно, привлекать уже с раннего возраста. А каковы особенности этого вида спорта? Чем отличается вот он от других? Ну, во-первых, этот вид спорта, он внесен в программу Олимпийских игр. Вот. Считается очень умным спортом, так как судейство у нас электронное. Спортсмены соревнуются в электронных жилетах, в электронных шлемах, и на ногах у них электронные футы. Вот. Действия выполняют в основном ногами. По правилам соревнований разрешен один удар в средний уровень рукой. Руками по голове наносить удары запрещено. Вот. И, естественно, в жилеты вшиты магниты, сенсоры, так называемые. Вот если правильно спортсмен выполняет удар, технически, да, правильно, с необходимой силой удара, вот, то тогда уже не человек, который там, может
По каким-то причинам, по каким-то, да, тем или иным причинам, там, соседа увидел своего, там, или родственника своего, да, и думает, отдам ему предпочтение. Нет, здесь такого нет. Здесь все оценивает электронное судейство, и, соответственно, побеждает тот, у кого выше мастерство. Любой спорт – это, по сути, риск. Насколько травмоопасен именно этот вид спорта, то есть тэквондо? Наш вид, именно олимпийское тхэквондо, вообще это считается самым атравматичным видом единоборств, так как применяется очень много экипировки. Это те же и жилеты, и шлемы, и капы, и накладки на руки, и накладки на голени, вот, ну, в принципе, бандажи. Ну, поэтому и минимизируется травматизм в связи вот с таким количеством защиты. Соответственно, много девочек, да, занимаются этим видом спорта. Популярен среди женского пола? Да, девочкам очень интересно, для них это больше как, ну, вот из-за того, что маленький травматизм, вот, для них это больше как бы такие боевые танцы. То есть кому-то нравится просто танцевать, а кому-то нравится там демонстрировать там, Свою силу. свою силу, да, при этом, и красивую технику, потому что ноги все-таки это, ну, растяжки, и высокие удары, и удары в средний уровень. Они, вот, если правильно как бы закладывать базовую технику спортсмена, то очень-очень красиво и как бы демонстративно. А как проходят тренировки и сколько времени нужно в целом для спортсмена, чтобы готовиться, чтобы достойно подготовиться к каким-либо соревнованиям? Допустим, вот в неделю сколько занятий, сколько тренировок? Ну, все зависит от этапа подготовки спортсменов, в зависимости от того количества лет, сколько занимается спортсмен, да, и в соответствии с федеральными стандартами подбирается нагрузка. Если это, например, начальная подготовка, то, в принципе, 3 раз в неделю достаточно. Почему? Потому что увеличение нагрузки на ранних этапах, да, большая нагрузка, она может или там какие-то травмы могут быть, да, или не из-за подготовленности спортсмена. Опять же, ну, разные бывают, то есть перенагрузки, чтобы их не было. Все нужно как бы нормировано, да. Есть этап спортивной специализации, 3-4 год обучения. Там каждый день занятия, допустим. Ну, все зависит еще от подготовки, да, к соревнованиям. Если это, допустим, подготовка к первенству России, то желательно, конечно, да, проводить 6-дневку, 5-дневку ежедневно, там, потому что конкуренция сегодня в нашей стране очень огромная. Если, допустим, на чемпионате или на первенстве Европы соревнуются там 25-26 стран, да, то у нас в стране соревнуются 82 региона, и каждый регион ставит спортсмена. И каждый регион ставит лучшего спортсмена. Соответственно, ну, если ты хочешь соревноваться на таком уровне, естественно, у тебя и подготовка должна быть соответствующая. Тимурбек, недавно прошел чемпионат для людей с ограниченными возможностями. Расскажите нам об этом мероприятии, кто принял участие, какое количество было? Принял у нас спортсмен один с республики, вот наш воспитанник тоже. Соревнования проходили в Махачкале. Вот, приняло участие порядком 200 спортсменов. Да, это люди с отсутствием верхних конечностей. Вот, чем наш вид, он как бы позволяет им участие принимать, да, тем, что можно наносить удары ногами, и как бы система будет оценивать эти удары. То есть, тут как бы вот особенность такая. Ну, в целом, все хорошо. Это был всероссийский чемпионат? Это был официальный чемпионат России среди людей с ограниченными возможностями. Как вы считаете, насколько важно проводить подобного рода мероприятия? Ну, это как бы не то чтобы важно, это принципиально важно, потому что каждый человек имеет право, да, себя проявить в первую очередь, да, и каждый имеет в этой жизни место. То есть если у человека какие-то индивидуальные, да, вот такие вот проблемы, ему как бы это не ограничение. То есть именно и тэквондо есть, допустим, вот, куреж, да, у них могут бороться и слепые люди. То есть единственное пожелание, да, людям, конечно, таким, это не отпускать руки, это пробовать искать себя, находить себя и проявлять себя. Есть все для этого, в принципе. У нас в стране как бы все для этого есть. Нужно только вот немножечко поискать, подобрать правильного специалиста
И, в принципе, будет возможность выступать вот на таких крупных мероприятиях. А конкретно в Республике Крым у таких ребят есть возможности для развития? То Конечно, среди них... уделяется ли им должность? Да, да, обязательно. Среди них тоже проводятся и отборы, да, если они есть, например. Вот, то вот их находят, как бы среди них проводят тоже соревнования. И специалисты, да, есть, которые подготавливают ребят? Да, и есть люди, которые, да, тоже этим занимаются, вот специалисты тоже как бы над этим работают. А вы уже сказали, что ваши воспитанницы сейчас готовятся к чемпионату. Расскажите теперь об этом, что это будет за чемпионат и кто будет представлять Крым? Это первенство. Вначале есть этап просто перед официальным чемпионатом России. Да, все спортсмены, мы, как вы знаете, с 1 октября, кажется, 2016 года являемся частью Южного федерального округа. Вот у нас этап перед официальным чемпионатом России. Мы едем на этот этап, чемпионат федерального округа, и пробуем себя как подготовку, как перед основным стартом. Вот. Но у нас уже были, как бы, мы себя очень хорошо заявили. Вот 12-14 лет у нас дети-кадеты летом выступали, вот, принесли там 3 медальки. И по юниорам 15-17 лет у нас в январе были тоже, мы возили спортсменов, очень хорошо выступили, там 5 медалей нам принесли. И вот сейчас, в соответствии вот с единым календарным планом, вот, мы готовится один спортсмен, вот, 2 спортсмена у нас в связи с травмами, вот, не готовятся, 2 мужчин, и учеба, то есть люди готовятся там к сессиям, вот, пока готовится девочка. Поедем на федеральный округ, у нас 8 областей, вот, очень такая серьезная конкуренция, потому как Ростов, допустим, город, сегодня у них и призер Олимпийских игр, и в Лондоне, и в Рио-де-Жанейро у них призер, то есть очень такой сильный у них там высокий уровень подготовки. И город Краснодар, ну, в принципе, у нас вообще Южный федеральный округ считается самым сильным округом во всей России, потому что очень много развитых регионов, которые вот действительно способны конкурировать не только на вот всероссийском, а и на международном уровне. Ну, у нас девочка 53 килограмма, Кайбулаева Фера, вот она студентка физвоза, первокурсница, сейчас вот готовится. Прошла недавно сборы, очень хорошие у нас проходили сборы в Крыму, в Алуште, в Спартаке. Сборная команда России проводила сборы по молодежи до 21 года. Они тоже готовятся сейчас, у них 8 числа чемпионат Европы. Вот, будет проходить в Варшаве. Вот они туда готовятся, у них первый этап вот как раз-таки у нас в Алуште проходил. И вот нам, грубо говоря, повезло. Мы поехали, вот 10 дней с ними прожили, провели вот прекрасное время, как бы, и очень много взяли от них. Ну, готовимся, конечно, в первую очередь к основному старту, это к чемпионату России, потому как это отбор будет в этом году. Вот в следующем году чемпионат мира у нас. Ну, и если получится в этой весовой категории, мы будем как бы изо всех сил бороться. Тимур, что касается приобщенности молодежи к спорту, да, вот мы сказали, что родителям важно все-таки детям привить любовь к спорту. Насколько сейчас родители заинтересованы, активно ли они принимают участие в спортивной жизни своих детей? И как понять, что у твоего ребенка талант к спорту? Ну, и вообще, главное понять, простите, перебилась, к какому виду спорта? Вообще, как бы, знаете, в последнее время стало очень модно заниматься спортом, да, это, конечно, приветствуется, потому что, ну, раньше как-то было так все, вот, ну, не сильно был интерес, сейчас вот очень, как бы, так все родители бегают, то есть возьмите, там, разные кружки подбирают. Здесь что нужно, как бы, какой совет родителям? В первую очередь, конечно, нужно смотреть физиологические навыки, да, если коренастый ребенок, да, то искать что-то его где-то в борьбе. Если высокий, например, там, да, вот какие-то такие особенности, да, родители все своих детей знают. Да, если там, допустим, что-то не получается в каком-то из направлений, да, надо просто определенный срок брать, там, допустим, месяц, 2, 3. Отдали ребенка, посмотрели. Если просматривается потенциал, да, если успеваемость есть, да, вот очень важно от родителей здесь что? Это посещение занятий. Вот бывает такое, что дети там раз чуть в школе подустали, как бы из-за нагрузки, и родители говорят:
родителям говорит, ой, мы не хотим там сегодня идти на тренировку. Родители говорят, а, сиди дома. Вот так нельзя делать. То есть надо, если есть режим... Приучать дисциплину. Конечно, это самоконтроль. Человек потом со временем, он уже сам будет знать, что он устал, не устал, ему надо идти. Да? Особенно на начальных этапах, вот оно так и происходит, что вот на начальных этапах родители должного внимания не уделили, и ребенок раз смотрит, ну ладно тогда, ну что-то это, ну, я пойду куда-нибудь в другое место. Или, например, бывает такое, что наоборот, там ребенок долгое время занимается, а потом, ну, вроде что-то достиг, что-то уже себя показал как-то на местном уровне, да, и родители смотрят, он уже у нас всего достиг. То есть, ну, как бы, это нехорошо. Надо, если, да, допустим, родители, они ответственность несут за своих детей. И если родители куда-то отдают, они должны ставить определенные цели, да. Там, в тэквондо там самые простые, это черный пояс, там, к примеру. В борьбе там какой-то разряд, да, по спортивной борьбе. Также и в дзюдо, и, в принципе, в велоспорте, неважно где, да, куда бы ни отдали, родители должны определенные цели перед собой ставить, чтобы их дети достигали. Потом их дети будут расти и уже будут в дальнейшем, придут на работу, устроиться, там, я не знаю, каким-то младшим специалистом, он уже будет себе строить планы, быть специалистом высшей категории. Это все же с детства все формируется, да, закладывается. А были ли у вас такие случаи, когда вот родители приводят ребенка, и, допустим, вот говорят, мой сын будет заниматься тэквондо и все, вот больше ничем, а у ребенка нет тяги к этому, вообще к спорту Таланта, или к этому возможно, виду да. спорта? Ну, вообще задача каждого тренера, да, по любому виду единоборств, если к нему пришли именно вот так вот и говорят, мой ребенок будет заниматься именно тэквондо там, или борьбой, или там, неважно чем, да, задача каждого специалиста что сделать? Показать красоту. То есть привлечь внимание этого ребенка, да? Ребенок же, он как губка. То есть ему покажи красиво, ему покажи там, как бы, чтобы ему стало интересно, да? Пусть смотрит его папа и его мама, например. И если маме с папой начнет нравиться, соответственно, ребенок тоже скажет, ну вот, классно, я никогда не знал, что такое там тэквондо. Вот теперь моему папе нравится. И мне тоже нравится, и я тоже, и я буду ходить, да, и вот, то есть здесь нужно работать, как бы привлекать максимально, да, и вот потом уже понятно, что каждый, кто приходит, он не, ну, в жизни он определяется дальше, да, ну вот, например, на школьный период надо четко закреплять занятия спорта, вот пока он не доучится в школе, он должен ходить, вот как только доучился, вот 11 класс закончил, аттестат получил, все, пожалуйста, определяйся. Дальше уже, да, сам. То есть, если ты хочешь школу высшего спортивного мастерства, пожалуйста, вперед. Не хочешь, значит, там, я не знаю, иди занимайся своими делами, учебой, там, поиском себя в жизни в дальнейшем. Ну и талант, естественно, нужно развивать. Все мы не рождаемся там великими спортсменами, великими художниками или великими там деятелями какими-то. Мы ими становимся. Кто-то нам когда-то показал, мы увидели, и дальше у нас пошло. Мы начали искать, и потихонечку вот так все и строится. Поэтому талант нужно развивать. Каждый человек на что-то способен. И надо просто найти эти ключи, подобрать, и тогда все будет хорошо. Тимур, что касается непрофессиональных спортсменов, да, скажем так, а любителей в кавычках, наших телезрителей, как посоветуете с утра начинать свой день физические упражнения, да, то есть зарядка? Чему стоит уделить ее время с утра и какое время, да, минимальное, скажем так, потому что каждый с утра торопится, но сколько минимум точно надо выделить на свою физическую подготовку? Ну, как бы вкратце могу сказать. Достаточно просто проснуться и первым делом застелить постель. Это уже физическая разминка. Это уже физическая разминка, не только физическая, а еще и как бы сознательно. Да? Тренировка сознания, что у тебя уже порядок, где ты встал, там у тебя и порядок. Это самое первое, с чего можно начать. Ну а второе, как бы, так демонстрировать я, конечно, вам не буду, но, в принципе, достаточно немножечко помять шею, да, не прям помять, да, а немножечко, слегка ее размять, вот немножечко потянуться вправо и влево, потянуться вперед и назад. То есть самые простые упражнения из физкультуры. Все в школе учились, все, как бы, все знают. Шея, спина. И, в принципе, можно приступать дальше. То есть с утра этого достаточно? Конечно, потому что все-таки наше тело, мы единственные создания такие, которые ходим
с вертикальным положением позвоночника, и все у нас держится на нашем позвоночнике. Если мы правильно будем с утра его как бы приводить в порядок, то и день у нас будет по-другому, как бы, и видеть мы будем лучше, и запахи слышать, и, в принципе, слышать тоже будем хорошо. В конце, по традиции, что вы хотели пожелать нашим телезрителям? Пожелать, ну, могу, конечно, всем пожелать только терпения, потому что бывает много случаев, когда вот не хватает его. Даже вот те дети, которые занимаются, да. Кажется, что все уже, то есть он раз проиграл, два проиграл, три проиграл. Ну, мы все проигрываем. Каждый сам себе проигрывает. Ну, надо все-таки эти моменты выдерживать, вот, и идти дальше. Когда-то победа придет. Просто нужно в нее верить. И, в принципе, все получится. Çok sağ olun. Мы тоже желаем вам побед, вашим подопечным. Желаем вам хорошего утра. Çok sağ olun, что посетили нашу студию. Sağ olun. Biz ise devam ettiğimiz dostlar, bizim nevbetteki kısmımız endi hazır. Kelini sonu beraberlikte seyreteyik. Sonra ise gene de bu studiyada sohbetimizni devam edeceğiz.